Владимир Сергеевич, здравствуйте, и с праздником Великой Победы вас! Воспитывать отношение к истории нужно с детства. Однако какие возможны здесь близкие сегодняшней молодежи формы? Сегодня очень много проводится онлайн-уроков. И именно мы знакомим посетителей с нашими экспонатами, с нашей жизнью музея. Естественно, это тема Великой Отечественной войны. И здесь мы очень много работаем со школьниками. Буквально только один из примеров, в конце февраля где-то до 10 марта мы проехали по Минской и Минской области. Посетили 20 школ, и в этих школах мы охватили более 3000 учеников. 2 чемоданчика, которые приезжают наши экскурсоводы, рассказывают о теме, открывают эти чемоданчики. Там лежат экспонаты, документы, где можно прикоснуться, познакомиться. И это очень всегда принимается, потому что ребята, во-первых, с ними разговаривают свободно, Это не урок. Это можно сказать урок, но урок совершенно в свободной форме. Там оценки не ставят. Там совершенно ответственность за то, что ты что-то не сказал, или так, или правильно, или неправильно, тоже нет. Но там есть реально визуально. Ты можешь это потрогать, ты можешь увидеть, спросить и задать вопрос, тебе ответят. И это мы только сейчас все больше и больше хотим охватить школ. Сегодня музей добирается к посетителям с недавнего времени, даже самолетом. Буквально возле музея стоит самолет Ли-2. Мы подготовили программу, которая будет состоять из интерактива. То есть туда будет команда 10 человек, где каждой будет точки расставлены. И на каждой точке будут проходить какое-то, будем говорить, маленькое мероприятие, такое индивидуальное оно как бы. Но в любом случае все это в целостности, это связано все между собой. Деткам нужно будет пройти квесты. Все это приведет к тому, что мы постепенно подойдем к Знамени Победы. К Знамени Победы, которое будет размещаться в самолете, где можно будет сфотографироваться, где можно будет реально еще узнать о Знамени Победы. Такая идет работа для того, чтобы как можно больше охватить, показать, возможности донести до зрителей, все. Владимир Сергеевич, а благодаря каким проектам расширились международные связи музея в юбилейном году? Большая активность у нас, конечно, мы с музеями Российской Федерации проявляем. Хотя у нас и российско-германский музей Берлин-Карлхорст тоже очень тесно работаем. И у нас будут совместные с ними выставки. Музей Победы на Поклонной горе, они тоже сегодня работают по удаленке и тоже нам прислали уже много интересных проектов, чтобы мы совместно с ними начали работать. Это и музеи Санкт-Петербурга. То есть Сегодня расширяются границы. Сегодня тема, конечно, номер один – это Великая Отечественная война. Но как музей у нас музей Великой Отечественной войны, то, конечно, мы очень-очень тесно связаны с нашими музеями, нашими братьями, и именно каждый день направлено на реализацию проекта. Мне кажется, сегодня как никогда актуальна совместная работа СМИ и музея над проектами о войне. За последнее время очень понравился проект «Память живет», снимает телеканал «Беларусь-3». Вы знаете, чем он, по-моему, необычный? Когда артисты, они находятся непосредственно в зале, где снимает тот или иной номер, и он становится как единым целым. То есть он переживает, сопереживает вместе с этим образом. Еще раз пропустит через свое сердце эти события, и будет вместе сопереживать с нашими героями.